А к ребятам, к мужчинам я хочу сказать, это даже как бы не в стол, а так, да, вот есть возможность, приезжайте. Есть возможность, присоединяйтесь к нам, потому что такой возможности я не думаю, что еще будет. На сегодняшний день, как сказал один наш крымский дядя, Алла Раметелясын, еще в 2014 году, он взрослый мужик был. Ему тогда было столько, сколько сейчас мне лет. Я ему тогда сказал: ага, говорю, может быть, вам тяжело. Он говорит: оғлым, қардашым, мен, говорит, Алла Тағала бізге, говорит, дал возможность сражаться и убивать наших врагов, и за это нам ничего не будет. Неужели ты думаешь, говорит, что я упущу эту возможность? Нам Аллах Субхану ва Тааля дал возможность отомстить за наших дедушек, бабушек, прабабушек, за все те унижения, которые мы сами, наши родители, вот вернувшись в Крым, пережили. На сегодняшний день то, что наши братья сидят в тюрьмах, наши сестры сидят, наши дети остались сиротами, мы за все это можем сейчас отомстить. Мы должны этим воспользоваться, потому что мы никогда не сможем этого себя простить. Это первый момент. Второй момент. Мы все хотим, чтобы наши сыновья были мужественными, сильными мужчинами. А если мы сами не будем проявлять мужественность, если мы сами не будем сильными, как мы можем учить своих детей этому? Мы своих дочерей должны воспитывать сильными же, потому что только львица может родить льва. Поэтому я ко всем к нашим обращаюсь. Я клянусь Аллахом, я очень переживаю за наш народ. Очень его люблю, и я горжусь тем, что я крымский татарин.